Дичеч бюреч кажаночки щесмы. Туннеш мёс туштон сыко кричгуро, дуннейну яломы. Кычи тодышкомни, туэ, Анатолий Мамонтов нимо, крыджаньяно эктон я и талмаз академикун ансамбль, тямыстон вить арьем юбилей запусте. Соин балче таис концерт сезоне, буоно кварталы жёш, нимыштыс фестиваль орче. Сова кыте, нимодано ансамбль мес дичкланы, пэрте минтиосыч куноос возе. Ношмутесуе, тунне, милям куноосмы. Тужгесно матыш чужи выжосмы, комель куныш Виктор Морозов нимо крыджаньяно эктон я, асьякы чукджардон ансамбль. Митушум потышком тунне милям сосын помешкыны, кенешыны мугмышу решуса. Нырыщик тодмато лыктем куноосынмы. Итак, с удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. Дмитрий Бушуев, художественный руководитель и главный балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации. Валентина Ковальчук, солистка хора, лауреат премии имени Валентины Есевой. Анна Поздеева, балетмейстер-репетитор, лауреат премии правительства Республики Коми. Алексей Чашников, главный дирижер, лауреат премии правительства Республики Коми. В первую очередь, конечно, хочется вас поблагодарить за то, что вы выкроили в своем гастрольном графике время для прихода к нам в гости. Спасибо. Вы уже были на нашей земле? Мы уже не первый раз. С удовольствием, надеюсь, вы сюда приезжаете. Конечно, конечно. Мы дружим с вашим коллективом «Италмаз». Уже много раз встречались, и они к нам приезжают. Кстати, этот приезд у нас срывался из-за пандемии. Должны были приехать намного раньше. Но в этот раз мы приехали с концертной программой, с сольным концертом в рамках проекта «Юбилейный сезон 85 лет». Ансамбль «Италмаз» приглашает друзей. Мы сейчас просмотрели номер в исполнении вашего ансамбля. Он поражает своим профессионализмом. Если мы говорим о удмуртском танце, который исполнял ансамбль «Асяке», то это в преддверии юбилея 80-летия, еще два года назад, да? Да. 2 года назад мы готовили новую программу «Ожерелье Финно-Угорья». И туда вошли самые интересные музыкальные произведения финно-угорского мира. Вот. И, конечно же, как можно было обойтись без удмуртской культуры, да. Вот. Конечно, хореография, что касается хореографии, она, конечно, очень сложная для нас. Мы ее нигде не изучали, нам ее никто не давал, мы ее только видели, как танцует ансамбль «Италмаз». Поэтому задористые, интересные, живые танцы, динамичные, конечно, они очень приветствуются зрителям. И мы обратились, конечно, к нашему любимому ансамблю «Италмаз». И вот балетмейстер Евгения Ваторопина с Владимиром Фистовым, они к нам приезжали и сделали очень прекрасную, достойную работу. То есть все-таки был такой обмен, так ведь? Обмен, да. Не просто. Но мы еще у них не обмен еще не. Они у нас еще пока не просили, но я думаю, что оно когда-нибудь произойдет. На скольких языках поет ваш ансамбль? Танцы скольких народов уже? Если взять ожерелье Финно-Угорьи, да. Если взять ожерелье Финно-Угорьи, то там мы поем на удмуртском, на марийском, мордовском, ну и коми, конечно. Русский коми, да. 4 народности вошли в эту программу. В эту программу, да. Да, если брать шире, то мы поем и на итальянском, да. Было и на французском, и на английском. То есть потому что у нас один государственный ансамбль, для того, чтобы зрителю было интересно, чтобы разным возрастам было интересно, чтобы разным категориям было интересно. Конечно, мы отталкиваемся от запросов публики. Про ваши огромные, я думаю, безграничные возможности мы продолжим беседу нашу, а сейчас я хочу прервать ее для того, чтобы познакомить наших зрителей еще больше с вашим творчеством.
Спасибо вам за высокое ваше искусство. И у меня возникает вопрос, какой же состав вашего ансамбля «Асия-Кыа»? Сколько человек? Оркестровых, поющих, танцующих? Сейчас на данный момент чуть больше 70 человек. А достаточно вам этого количества? На данный момент, да. То есть у вас нет такой потребности расширить штат, да? Конечно, можно расширить. Мы сейчас очень нуждаемся в артистах хора, особенно в мужском. Вот. А хор у нас он особенный тем, что нужно быть носителем коми-языка. То есть к нам кто-то и приехать из Краснодара, Пензы и Самары не может. Хотя может, но для него это будет очень тяжело встретиться с национальным языком. Думаю, это проблема или вопрос, который должен решаться в каждом национальном коллективе, так? Да, знание, национального языка. Универсальное знание. Да. Если, скажем, в оркестре у нас практически все с консерваторским образованием, и у нас, Алексей, в этом пока нет таких особых больших проблем, да, ведь? Проблем нет, в плане профессионализма все спокойно. Ну, тут больше, наверное, тембрально, если. Тембрально, конечно, всегда хочется побольше. Вот там гобой, кларнет, но это не ограниченные, можно сказать, запросы. Но всегда нужно ориентироваться на какие-то другие факторы. И в балете более проще, да, ведь? Ну нет, у нас сейчас в балете полный комплект. У нас 13 девочек, 12 мальчиков, у нас хорошо все. То есть мы даже можем в декрет кого-то отправить. Кто вам готовит кадры, откуда вы их берете? У нас есть, именно в Сыктывкаре, есть 2 учебных заведения. Это училище искусств и колледж культуры. Вот. И бывает, мы сотрудничаем с педагогами, с руководителями этих учреждений. Мы все возможное делаем, чтобы человек у нас трудоустроился. Обновляете коллектив, да? Обновляем. В принципе, по возрасту какой он сейчас? Средний возраст сейчас общего коллектива, кстати, я еще даже об этом не думал. Общий, где-то может быть около 25-30 лет. Наверное, я так думаю. Ну да, балет точно, вот. Ну хору там может быть и есть даже постарше, но и в хоре у нас тоже идет обновление, да. Вы какой по счету уже руководитель у этого ансамбля? Вот, кстати, вы очень интересный вопрос задали. Моя однокурсница в Казани, она преподает в Институте культуры. И когда у них был обзор всех коллективов, которые есть в Российской Федерации, это в основном и региональные коллективы, и которые уже 80-летним юбилеем, как и Талмас, как мы, как Пятницкий хор. Много коллективов, которые организовались еще в то советское время наркомом партии. Она мне объяснила, подсказала, что вы, Дмитрий, знаете, что ваш коллектив имеет больше всех художественных руководителей. Я говорю, да ладно. Наверное, около 17 или 15 художественных руководителей поменялось за 82 года. За 82 года. Вы сами кем пришли? Как развивалась ваша карьера? Или вы сразу стали руководителем? Так не бывает. Хотя, может быть, у кого-то возможно так. Я закончил училище Уфимское хореографическое. Приехал в город Сыктывкар в 92 году. Женился и и попустили корни, остался. Потом я на какое-то время покинул ансамбль, а в 2004 году меня уже руководство пригласило в качестве балетмейстера. А 3 годами сейчас раньше меня назначили художественным руководителем. Теперь хочу немножечко с вами познакомиться. Я более 25 лет уже работаю в ансамбле. Пришла девочкой после школы. У нас была хоровая студия при ансамбле. Я закончила студию, но в то же время я уже работала на Миравсе. Плюс потом поступила в училище искусств и получила вокальное образование, работая. То есть я днем, вечером была вся... Все шло параллельно. Все параллельно, да. В работе, не было желания никогда попробовать себя в другом ансамбле, может, вы знаете, в другом месте? Нет. Мне даже в училище предлагали поступать дальше, но я захотела остаться в ансамбле. Вас все устраивает? Да, меня гармонично. Прям как-то мое. Что у вас, Анна? Как давно вы здесь? Я не так давно, у меня совсем другая история, связанная с ансамблем. Дело в том, что
наверное, будучи молодой девушкой, у меня были такие амбиции высокие. Я поехала покорять Москву, училась в Москве, мне хотелось, чтобы она, знаете, как в кино «Москва слезам не верит». Но почему-то в какой-то момент я поняла, что это все не мое. Я вернулась домой, и в ансамбле я работаю 9-й сезон, не так давно. Но когда я пришла туда, ну, получается так, что я уже много где поработала, и в тот момент, когда я пришла, я поняла, что только здесь я дома. Ну, то есть вот вам есть с чем сравнить? Потому что мне было с чем сравнивать, и сейчас понимаю, что вот это моя жизнь. Вот все то, это было, знаете, вот все познается в сравнении. И вот это все мне нужно было прожить для того, чтобы понять, что настоящее, а что нет. Как дела обстоят у вас? Давно ли дружите с коллективом? Ну, я закончил Петрозаводскую государственную консерваторию по классу народных инструментов. Но начинал я ее кафедра финно-угорских народов. Я пришел в 2003 году в ансамбль. Там дата такая была интересная, 03-03-03, 3 марта 2003 года, на всю жизнь запомнил. Да. Ну и вот уже работаю, сколько получается, 19-й год. Сейчас я предлагаю вновь нашу интересную беседу прервать для того, чтобы познакомиться с вашим творчеством.
огромное спасибо за вашу энергетику и за ваше творчество. Я, наверное, не перестану вас благодарить. И думаю, что творческим людям это нужно услышать слова благодарности, да, в любом случае. Асьяке — это визитная карточка Коми Республики. Вы являетесь участниками, лауреатами различных всероссийских, международных фестивалей, конкурсов. Но а какая награда, на ваш взгляд, она самая дорогая, наверное, близка к сердцу вот на сегодняшний день? Она, наверное, у каждого своя, да? Он, не знаю, для меня любовь зрителей. Был этап, но, наверное, то все девочки проходят, это декретный отпуск, когда ты уходишь надолго и потом возвращаешься. Я помню, когда я вышла на сцену, у нас были гастроли большие, 10-дневные. Вот у нас тогда был как раз Ижевск, и последний был Кудымкар. И я помню, вышла на сцену, и зал встал в конце, и я стою и плачу. У меня просто идут слезы. Я понимаю, Господи, как без этого люди могут жить, я не понимаю. Вот самое главное, это когда отдача, когда ты чувствуешь, что все, что ты сделал, оно от души, и оно откликается вот с той стороны, ты чувствуешь вот эту отдачу. Ну, наверное, для меня это так. Все не зря, да? Да. Не зря твой труд. Что мы не просто так несем эту нашу культуру, наши традиции, нашу народность, потому что это же наши предки. И сейчас, мне кажется, в современном мире этого немножко не хватает. Мне бы хотелось, чтобы этого больше было. Вот вы уже сами отметили, что вашему коллективу 82 года. Ваш коллектив был создан в 1939 году, а первая зарубежная поездка состоялась в Венгрию, да, может, не случайно, тоже родственный народ финно-угорский, в 1972 году. Сейчас вы можете уже сосчитать, сколько стран вам аплодировало? Ну, началось, да, с 1972 года. Венгрия, потом Болгария, потом Чехословакия. В начале 80-х Финляндия была. То есть и вот нам еще старички рассказывали про Финляндию, им вообще очень там понравилось. Вот. Потом поехали во Францию, 88-89 год. Не самые лучшие времена, которые были у нас в России, в СССР еще тогда был. Вот, когда артисты съездили, заработали деньги, купили какие-то вещи, они смогли продать, купить квартиры, даже такое было, ну вот правда. Еще больше вдохновились своей работой. Да, потом у них была мотивация, энтузиазм какой-то, то есть гастроли были по 3 раза, ездили они, то есть, да. То есть вот эти гастроли вспоминают. Конечно, помимо этого, это я вам по бытовой рассказал, вопрос, ну, по теме этой. А плюс еще, конечно, и видео вот показывали, я тоже видел, как французы встречали их. То есть еще помню, в 92 году мы когда поехали уже с главой республики, у нас был чартерный рейс в Голландию, в Нидерланды. И я хорошо помню, но мы же ничего не видели, мы же дремучие, да. Мы видели бананы, апельсины. А когда на десерт нам принесли какой-то зеленый фрукт, мы думали, что это зеленая клубника, это оказалось, оказывается, киви, понимаете? Ну, то есть столько вот моментов, вот я имею в виду, что насколько гастроли тогда, да, и да, еще, конечно, Европа, когда она началась, с 95-96 года, мы стали ездить в Францию, Германию, по 2-3 месяца мы находились в Европе. Вот. И, конечно, да и Европа тогда была другая. Ну и народные коллективы тогда, это все народная культура, она почему-то вот она туда, окно открылось в Европу, и мы все туда ломанулись. И ездили все народные коллективы, фестивали были бесконечные. Поэтому по нескольку раз, не были только где, в Новой Зеландии, в Австралии, в Южной Америке, да? Ну, я надеюсь, что мы туда когда-нибудь попадем. Обязательно, обязательно. Надо, чтобы там нас красоты новозеландских гор, непокоренных земель, да? Да. А сейчас вот в основном и благодаря вот финансированию, новым проектам, новым программам мы стали ездить по России больше, чем за границу. Ну, последний раз мы были вот с русскими сезонами, так же, как и Талмас в Германии, русские сезоны в Берлине. Из-за пандемии они сменился, значит, у нас курс, вы должны были ехать еще продублировать эти же русские сезоны в Париже. Но не получилось. Ну и ладно, ну и что? Ну зато сюда приехали, в Удмуртию, понимаете? Так. У нас потом, сейчас вот Удмуртия, потом у нас Татария, Мариэл, и возвращаемся в Сыктывкар. На открытие сезона. На открытие сезонов. А в течение этого сезона у нас еще какие-нибудь гастроли будут по России, у нас еще проект по Сибири, то есть, да. У нас столько интересных мест, вы даже не представляете, сколько всего. То есть
Мы видим, как, ездя по регионам, мы видим, как регионы развиваются. Это правда, это правда. Я не поддерживаю никакую там партию, политику, да, но развиваются регионы, дороги, все ремонтируется. У вас прекрасный город вообще, красивый стал. Стал как? Не стал, не знаю, наверное, стал. Вот улучшается, да, видно, что идет тенденция к улучшению. Поэтому гулять по вашему холмистому городу Ижевску очень интересно, но очень подниматься тяжело. Ощущаете, да? Да. Поэтому так вот. Пока вы так гастролируете, хотела спросить, не успевает ли соскучиться ваш местный житель? Ну вот вы сказали, что все-таки возвращаетесь и там открываете сезон. Как у вас проходят обычно, чаще всего концерты стационарные, то есть у вас где-то в зале, либо вы выезжаете в города, в села, в деревни? Разный формат. Мы сейчас недавно, вот к столетию приурочено было, выезжали по регионам. То есть у нас 16 районов республики, и отрасли культуры, вот у нас театры, да, и мы филармония. Мы вот выезжали с концертной деятельностью нашей активной, то есть популяризировали нашу культуру и таким образом отметили столетие, потому что в связи с ковидом, конечно, это немножко все, есть определенные рамки и границы, которые мы не можем переходить. Вот. И на площадке нашей мы тоже работаем всегда. У нас филармония, это наша площадка, мы на ней также выступаем. У нас тепло, наш зритель нас любит. И ребята, которые к нам приезжают, и ваши ребята, и Талмас, они говорят, у вас очень теплый зритель. Вот у нас, правда, да, воспитанный, теплый зритель. У нас очень любят народную культуру. Это хорошо. Давайте сейчас прервемся вновь для того, чтобы познакомить наших зрителей вашим творчеством. Север песня, север танец, север тьма и север свет, лебедей роскошных стая, пролетающих как снег. Север скрипка вьюг печальных, ветра горестный туман, без конца и без начала, ненаписанный роман. Огромное спасибо вам за
прекрасную композицию. Как вы создаете свой репертуар? Как выбираете ту или иную песню среди огромного многообразия? Ну, репертуар мы создаем тогда, когда это очень нужно какому-то событию. Это вот у нас последние, за вот эти вот 3 года, это ожерелье Финно-Угории. Нужно было обхватить полностью вот финно-угорские народы. К 80-летию ансамбля, Ансамбля, да? А дальше у нас шел грандиозное событие, это Великая Победа, Священная война, 75 лет Победы. Также готовились к 100-летию республики. Тоже искали материал. Мы ездили на праздники с ребятами, смотрели, какой музыкальный фольклорный материал мы можем подобрать, и который будет использован. Да, то есть какая хореография, что они пляшут, танцуют, сами жители этих праздников, как они разводят эти хороводы. То есть немного как бы приблизиться именно к этим нюансам, и это все передать на сцену более уже отформатировано и в современно-академическом формате. Вот. Поэтому и все это мы делали все своими силами. И музыку писали, и танцы сочиняли, и песни тоже, стихи искали. То есть вот этот вот... И, кстати, что по поводу 100-летия, мы с этой программой, которую мы привезли сегодня, мы уже ее съездили с ней в Москву и Санкт-Петербург, приуроченную именно к 100-летию республики и Дни культуры Республики Коми в Москве и в Санкт-Петербурге, в большом, значит, в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского и в Академической хоровой капелле города Санкт-Петербурга. Прошли, считаем, мы достойно эти концерты. Показали, открыли 15 сентября, буквально недавно, открытие сезона ансамбля Осякаева. И с этой же программой мы приехали к вам. Вот, уверены уже в своих силах. Абсолютно. Материала много, но какой именно... Выстрелит, да. Потом еще надо сказать, что у нас все-таки не фольклорный коллектив. Мы все-таки, как вы сказали, более академизированный, или как сказать, да. Я бы сказал, есть 2 направления. Традиционное, то есть берут фольклор, как он есть, и переносят его на сцену. Но я не буду перечислять, в принципе, кто в курсе, тот знает. И стилизация. То есть мы именно стилизация. То есть мы берем фольклор, обрабатываем его в какой-то вот определенной форме, чтобы это было смотрибельно. У вас очень прекрасные костюмы, красивые. Как обстоят дела в этом плане? Как часто они меняются, обновляются? И кто является инициатором всего этого? Кто вас одевает? У нас есть как модельер художник. Прекрасный художник. Лариса Витошкина, наша любимая главный костюмер. Она придумывает костюмы, образы все. Образы рисует, и потом уже по ее эскизам шьются костюмы. Ну, там ее идейный вдохновитель, надо сказать, Дмитрий Валерьевич. И всегда это находятся деньги. Это тоже же особая статья, потому что у нас, правда, вот программа обновляется в старом, как Лариса Васильевна наша говорит, она говорит, зритель приходит и смотрит на картинку. Вот. И это правда. На самом деле, это правда. И она говорит, если новая постановка, одевается в старые костюмы, то это не выстреливает. И ищутся деньги. Дмитрий Валерьевич говорит, как он хочет, что ему нужно. Вот не надо, чтобы юбка стояла. Все, Лариса Васильевна делает солнце, ее юбка стоит, потому что ему так нужно. То есть он всегда, у него есть определенные требования, и она их, вот у них какая-то команда такая хорошая сложена, она его всегда слышит, слушает, а он всегда точно знает, что он хочет. И всегда отмечает наши костюмы, всегда, куда бы мы ни ездили. Но она еще и отсматривает и следит, конечно, за теми, которые уже приходят какой-то такой уже несмотрибельный вид, то есть она их восстанавливает, реставрирует. Потому что есть программы, которые были 30 лет назад и 35 лет назад, и эти костюмы были именно пошиты. И за это к этим программам, но прошло много времени, ткань уже, конечно, и ткань, и мех, но мы же все-таки Северная Республика, и у нас помимо еще того, что у нас сарафаны, блузки и брюки, у нас еще есть ведь еще малицы, то есть это малицы, меха, шапки, все это, воротники, то есть подолы, рукава, они изнашиваются. И требуют особого тщательного какого-то ухода. Контроль даже. Да. Вот. Ну, я бы сказала, вам повезло с вашим руководством. Действительно понимающий человек нашелся. Какие сейчас планы на будущее, которыми можете поделиться с нашим зрителем?
Планами мы обычно не делимся. Вдруг они не Нет, сбудутся? они есть. У нас вот сейчас Алексей делает новую программу для... Я думаю, что, Алексей, вы сами об этом сейчас расскажете. Сейчас мы готовим программу «Кино и музыка». Это уже стало циклом. То есть сейчас это будет уже третий концерт. То есть мы играем музыку из кинофильмов, это проецируется на экран. Ну, зритель очень доволен, если честно. А так, конечно, будем готовиться. 3 года осталось до 85-летия. Время пролетит быстро. Быстро, да. И готовиться надо уже сейчас. И у нас вот в планах что-то сделать это футуристическое такое. Вот, на наших коми-эпосах, может, возможно. С вами очень приятно было беседовать, вести такой разговор теплый. И я хочу вам сказать спасибо за эту нашу встречу, за то, что вы пожелали к нам прийти в гости, за то, что вы выкроили время. Благодаря этой нашей сегодняшней встрече, я думаю, что самые близкие братья, коми и удмурты, они станут еще ближе, они уже стали ближе. Я желаю вашему коллективу и лично вам, каждому, дальнейших успехов, творческого всегда подъема, настроя позитивного. И пусть все ваше загаданное сбудется. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Спасибо огромное вам за приглашение и за вашу теплую, уютную атмосферу здесь.